Привет, дорогие друзья, чё вам дон РТС? Меня зовут Коми, этноблогер Генрих Немчинов. Одним из роликов мы выиграли сертификат на путешествие на Пуато Мань-Пупунёр. Долго решали, кому достанется этот сертификат, мы его продадим или кому-то подарим, из подписчиков разыграем. Но ничего не стали делать и решили, что поеду на Мань-Пупунёр я, оператор-монтажер, сниму этот ролик и попробуем еще выиграть сертификат, чтобы поехать уже четвером туда же. Приятного желаю вам просмотра. Как начинался путь, вы увидите через 5 секунд. Бомбим! Когда в России узнают, что я Коми, сразу вспоминают Воркуту, рэпера Гио Пику, фонтанчик с дельфином, вся жизнь тебя мимо. И одно из чудес света – Пуато Мань-Пупунёр. Туда нам и дорога. Путешествие в Троицко-Печорский район начинается с пейзажей городских и с дождя. Существует такое поверье. Как начнется путешествие, так оно и продолжится. Проверим на этот раз, что нас ждет. Первоначальная точка на Пуато была городом Сыктывкар. Оттуда мы поехали на микроавтобусе до Троицко-Печорска. Тут вот оставлю номера тех такси, которых я заказываю, когда езжу в Троицко-Печорск. Ехать примерно 7-6 часов. Водитель за это время останавливается 3 раза, один раз перекусить в Чиньяворике. В автобусе попутный пассажир рассказал о Пуато. Оказалось, на Коми его называют... Так, друзья, заселился в гостинице «Наш край». Вполне уютный номер попался. Правда, на потолке Амстерн. Ночь прошла в Троицко-Печорске. Он известен самым длинным домом в Коми. В нем 52 подъезда, 648 квартир. Утро началось сумбурно, суматошно. Оказалось, что мы раньше выезжаем. Уже стоим, ждем машину. Время 6:50. Дальше ехали снова на машине, уже с человеком из нашей группы. Павел, он из Тулы. Ну что, приключения начинаются. Пришлось вернуться обратно. Камеру оставил. Вот сразу нашли. Указали, где жил, в какой комнате. Так, у нас встал выбор, куда поехать. Ах ты ёпта. Сдаем назад. Можно сказать, что дорога идеальная, потому что грейдер прошелся, ямок особых нет, колеи тоже. Прошел примерно час, мы в Комсомольске на Печоре. Дальше поедем на таком автомобиле 100 километров. I live in Syktyvkar, it's very very far. I live in Syktyvkar, Komi Republic. I live in Syktyvkar, it's very very far. I live in Syktyvkar, come everybody. 4-часовая езда по бездорожью закончилась селом Устюнья. В этом селе электричество только утром и вечером, когда заведут генератор. 1,5 столетия назад геолог Эрнст Гофман писал про Устюнью так. 8 дворов. Главное занятие жителей деревни – охота и рыболовство. Сегодня ничего не изменилось. Единственное, что тут уже не работает совхоз, сельсовет, магазин. Для деревни, можно сказать, это начало конца. Люди потихоньку уезжают, только мимо проезжающие туристы радуют это село и будоражат местных жителей. Тут, откуда ни возьмись, тишину местного края рая разрушил шум, проносящийся по воде. Это ехали за нами. Надели ветронепродуваемые куртки, шапки. С собой есть беруши, потому что дальше поедем на аэрогриселе. Куем 0! Давай! Сека швила, куем 0, куем 0, куем 0. Кола Чорич, Мария Моль, Мария Моль, Мария Моль, Мария Моль, Мария Моль, Мария Моль. Мой рекомендацион. Вместо беруш надевайте музыкальные наушники и кайфуйте под песни, например, Владимира Трошева. Уже тут чувствуется тишина, но у меня чуть звенит в ушах, потому что ехали на аэрогриселе, ну короче, на воздушной подушке. Птички поют. Доехали до кордона Полой. Тут у нас будет что-то типа обеда. На этом кордоне даже есть электричество. Вот есть тарелка, можно смотреть телевизор. Но только это все работает через генератор. Как принял? Нормально. Если что, погоду передай. 22 облачно, северо-восток слабый. Чтобы быть егерем, что для этого нужно? Для этого нужно, во-первых, категории на снегоход, на мотор, медкомиссию, очень строго медкомиссию пройти, чтобы ничего не болело. Разрешение на ружье нужно?
Нужно. После вкусного обеда полагается поехать. Мы дальше ехали примерно 4 часа, проезжали скалы, например, вот Канин нос. Отсюда древние мансии делали жертвоприношения, скидывали в реку. А кого? Узнаете во время посещения этого маршрута. И бац, на берегу нас встречает человек. Его зовут Дэви. Ötük, Куим, Нёль, Вид, Метан Радита. Приехал я из Москвы, я тут волонтер. Про это место рассказала знакомая, то есть запись кинула. Я связался с заповедником, спросил, есть ли у них места свободные. Вот. В итоге она не поехала. А расскажи, что значит быть волонтером? Но в основном такие главные задачи – это прочистка троп, границ заповедника, ну и дела по кордону. Ну, вы уловили посыл. Если хотите бесплатно полюбоваться заповедником, красотами, тишиной, запишитесь в волонтеры, месяц поработаете, отдохнете душой и телом. Первый вечер в походе. Сегодня будем спать вот в этом доме, в котором даже есть свет, можно подзарядиться. Вот, кстати, моя койка. Одна ночь пролетела. Была гробовая тишина ночью. Кроме дыхания моих товарищей в комнате больше ничего не было слышно. И я, представляете, настолько привык уже к городскому шуму, шум в ушах, наушники, там музыка, что я, сам этого не замечая, начал стучать. Начал стучать около кровати, там была железная такая. А сейчас хочу искупнуться в матушке Печоре. Вода холодная. Ух, с Богом. Оу. Гуманитарий Генри, давай это самое. 8 человек. На сколько градусов разрезать? 40 с чем-то. О, молодец. Но завтрак у нас яичница с тушенкой. После вкусного завтрака полагается опять поехать. На этот раз ехали еще 3 часа до верховьев Печоры и все, пеший ход. Дорога речная закончена. Это, кстати, река Печора. В этих местах, говорят, очень много хариуса, потому что не ловят. Это заповедная зона все-таки. Ням-ням-ням. Перекусили. Нас ждет высокий подъем. Около 200 метров прям на 45 градусов. Вся наша команда 5 километров поднималась по заросли, пока не встретились с другой группой, которые уже видели красоту плато и возвращались обратно домой. Дальше нас ожидал пеший поход на 10 километров по вершине. Везде были видны горы, красоты коми-тундры. О, кот-киучик на малачик. Юля Дэви учит усть-куломскому диалекту, я ижемскому. Сейчас он выучит все диалекты и будет на конференциях только так выступать. На литературном коми-языке варежка будет кепыш, но в коми много районов и везде разные диалекты. Поэтому мы, ижемские коми, не говорим кепыш, а говорим вачек. А вот у Юли на родине в Усть-Куломском районе говорят кепыш. Но это ладно. Варежку, которую мы нашли, оказалась у нашей проводницы у Маши. Она целое лето водит туристов по горам, но давать интервью отказалась. Что же, ее право. Слушая наше дыхание, я слушаю наше дыхание. А вдали уже виднелась наша база, но оказалось, что мы прошли только половину нашего пути, и идти еще долго. Герои идут, герои придут. Дошли. Под конец дня туристы и я дошли до Вологодской грани. Вам тут предложат жить либо в таких модулях, либо в доме. Мы жили в доме. На втором этаже спали, на первом этаже ели. Что вы скажете о походе? Ну, я думала, что будет проще. Но очень красиво, красота компенсирует усталость. Красота требует жертв. Да. Принесли тульские пряники. Мои любимые пряники. Метану Радита. Но рано радовались, что пришли. Нам нужно 2 километра спуститься за водой до истока реки Печора. Я 20 лет думал, где начинается река Печора. Вот она где начинается, и я там нахожусь. Я сам с Припечорья, с детства рыбачил на реке Печора, но только около моего села река гораздо шире. Вот кадры как доказательство.
Вечер и ночь новогодской грани пролетели. Всем бурасов. Спал я хорошо. Как спалось? Нормально. Не очень. Потому что оператор слишком громко храпит. И на две стороны. То налево, то направо. И будет всех с двух сторон. Кто выспался, а кто нет, не имеет значения. Все равно все утром выйдут в пеший поход на 10 километров. Это, кстати, Наталья, знакомьтесь. Она каждый день из Вологодской грани до Мань-Пупунера водит туристов. В день проходит по 20 километров. Наталья отметила, что после таких тренировок на гору Народная взлетела как птичка. Легко. Тут есть такое правило, когда солнечно и ясно, быстро передвигаются, пока не настала плохая погода, потому что тут она действительно очень быстро меняется. Вам будет тяжело тащить рюкзак, но все равно советую при себе взять сапоги, теплую одежду, которую можно в любой момент снять. Мы дошли до реки Печора, чуть передохнули, а дальше шли вот по такой деревянной дороге. Ее построили специально, чтобы, во-первых, было удобнее идти, и чтобы лишний раз не топтать почву. Дорогие друзья, мы дошли до лагеря. Первый шаман уже там виднеется позади, практически на расстоянии вытянутой руки. Тут вертолетная площадка. Туры на вертолетах устраиваются именно тут. Сейчас экскурсовод Татьяна нас поведет до самих шаманов. Наконец-то мы увидим их своими глазами. По легенде, давным-давно это были великаны, которые застыли. Но всем известно, что Мань-Пупунер — это обычные камни, появившиеся благодаря дождям, ветрам и прочим природным явлениям, которые обтачивали горы, разрушая легкие породы. На Мань-Пупунере я как раз читал книгу Алексея Семеновича Канева, которая называется «Биары». Там шаманы сидели около этих камней и обращались к духам, делали камуани. Это шаманизм, древняя форма религиозного служения. Камуание проходило молча, никто не говорил ни единого слова. Молчали люди, лоси, молчали и чудовищные изваяния заколдованных каменных духов. Ожидания оправдались? Да, оправдались. Очень интересно. Интересно и завораживающе. А что именно интересного? Но сама форма станции, само то, что они есть. Потому что в России такого, по-моему, нигде больше нету. Не знаю. Тут как будто бы дух ветра. Он то слабо дует, как будто успокаивается, то сильнее, как будто бы злится. Это как будто все его владение. Вот, наверное, это. Ты вот босиком ходишь, тебе Да. как? Комфортно? Сейчас не очень. Ты ощущаешь землю? Нет, но это ведь тропа для туристов. Вот если бы я тут ходил, я бы чувствовал ее. Наша команда молодцы, мы достигли нулевой точки, дошли до Мань-Пупунера и пошли обратно домой. Теперь нас ждали те же самые пейзажи, только уже крутились минусовые километры. Мы покорили Мань-Пупунер, 600 с чем-то метров над уровнем моря. Вообще класс. В походе я еще раз убедился в двух моментах, в двух вещах. Когда мы шли, было тяжело в некоторые моменты. Я не показывал, но было тяжело, реально. Хотелось бросить, сесть, остановиться, посидеть. И вообще хотелось даже заплатить за вертолет, что тебя забрали, и ты улетел. Но потом ты себя пересиливаешь, идешь, и как бы ты доходишь когда уже до конца. И я понял, что в жизни так же. В жизни, когда делаешь какое-то дело, извините за тавтологию, творишь, например, что-то, или там в бизнесе там не получается, то проект запустил, он провалился, деньги потерял, снова накопил, снова запустил, снова потерял. Есть один момент — терпеть и снова пытаться, снова пробовать, и когда-нибудь, да, у тебя все равно получится, как у нас, например, в походе мы шли. И второй момент в походе. Мы же шли до Мань-Пупунера посмотреть вот эти долбанные столбы выветривания. Шли целых 2 дня. А знаете, что самое интересное? Я понял, когда уже возвращались обратно. И мне это еще сказала Юля тоже. Она тоже это уловила.
что на самом деле это путь был интереснее всего. Путь, как мы встретили Манси, которого редко кто встретит, как мы с друг другом познакомились, как мы ехали на аэрогрисселе. Завтра мы пойдем еще 15 километров до аэрогрисселера, до воздушной подушки, пойдем в баню потом на Шежеме, там помоемся, а послезавтра уже доедем до Троицко-Печорска, а оттуда уже прямиком в город. Сестры и братья, сестры и братья, сестры